Нас всех волнует то, что происходит сегодня у нас в Абхазии, но это не говорит о том, что кто-то сможет изменить ситуацию и направить в другое русло нашей работы. Понятно, есть определенные моменты, которые вызывают неоднозначное отношение к тому, что происходит. Есть высказывания, которые не совсем выглядят так, как это подобает нам, тем, кто, во всяком случае, называет себя кавказцами, людьми воевавшими, людьми отстоявшими нашу страну. Мы с вами многое сделали в период войны. Мы гордились этими отношениями и должны эту гордость передать нашим будущим поколениям. Никто не вправе по-другому относиться к нашим братьям Северного Кавказа, нашим братьям, разбросанным по всему миру. Все для нас очень близки, и надо дорожить этими отношениями. Я хочу еще раз вас заверить, никаких других позиций у сегодняшнего руководства, у нашего простого народа, у людей, которые хотят, чтобы эти отношения складывались бы таким образом, как это, во всяком случае, было продиктовано временем, в тот период, когда Абхазии было трудно, и когда вы были рядом с нами здесь, в самые сложнейшие этапы строительства нашего государства, так и должно продолжаться и в последующие дни. Наши братья, те, кто рядом с нами шел плечом к плечу во время войны, не просто имеют право, а они должны быть рядом с нами и в строительстве мирной нашей жизни, в строительстве нашего государства. Поэтому мы пошли и на то, чтобы рядом с нами во власти находились бы ребята, которые своим отношением, своим делом могли бы строить вместе с нами это государство. Мы прекрасно понимаем, все, которые сюда приехали, что это высказывание одного человека, это не позиция народа Абхазии. Мы знаем совсем другой народ Абхазии. Как только мы услышали про эту пресс-конференцию, прямо дословно все было переведено, все 42 минуты, особенно последние 3 минуты. Ребята все, которые вот приехали, это ночью, днем начали друг друга обзванивать с возмущением. Потом начали звонить с Кабардино-Балкарии. Потом позвонили с Адыгеей. Мы начали созваниваться. И что будем делать? И вот, обсудив каждый, сказали, не будем ничего нагнетать. Мы за всех. Одно слово «абхазец» для нас все или «Абхазия». Мы просто выскажем совместное заявление, не так, как раньше, раздельно по республикам, общее видение данной ситуации. Для нас слово «доброволец» – это священно. Она не имеет другой национальности, кроме как доброволец. Кто бы, где бы ни был. Ребята все, которые пошли, я беру, например, Черкесию, пошли в первую очередь из-за того, что здесь был прекрасный командир, прекрасный человек Мухаммед Зайневич. Человек авторитетный во всех отношениях, я могу с ответственностью заявить. Человек, который пользуется достаточным уважением у себя на родине, даже за пределами родины. Человек, который в то время, когда кто-то прятал свою голову, был награжден 2 орденами Красной Звезды в советское время, а дальше его путь жизни это рядом с вами, вы сами знаете. Поэтому мы гордимся этим человеком. Точно так же Анзор Гоур, абсолютно такой же человек, который продолжает с честью сегодня оказывать ту посильную помощь, ту свою специальность, как говорится, применять в жизни, вот здесь уже на его второй родине. Мы гордимся этими людьми. Я думаю, что этот вопрос мы не будем больше обсуждать. Это наша позиция. Для нас, добровольцев Северного Кавказа, нет никаких общественных организаций, никаких. Единый абхазский народ, единое государство, президент, который избран. Мы поддерживаем курс, который вы сегодня выдерживаете. И после выборов мы сказали, президент избран народом на тот срок, и мы рядом с ним. Те эксцессы, тот негатив, который имеет место быть здесь, в Абхазии, естественно, вызывает беспокойство как внутри общества, не менее, а даже более болезненно это воспринимать за его пределами. Когда недостаток информации, когда
отдаленность, расстояние. Каждый из нас эти чувства, видимо, переживал. И для меня неудивительно, что именно эти делегации из Карачаево-Черкесии, и представители Адыгеи находятся здесь. Они сюда прибыли 22-го, как раз в разгар тех событий, которые имели здесь место. Они не вмешивались ни в какие процессы. Насколько это возможно, изучали его изнутри, общались с различными слоями в различных населенных пунктах. На сегодняшний день, я считаю, очередной раз Всевышний нас от излишних действий сберег, так и большинство нашего народа, нашего населения очень отнеслись ответственно к этой ситуации. И я уверен, что мы с достоинством прошли этот сложный, тяжелый рубеж. Естественно, мы должны все с вами сделать соответствующие выводы, как и общество, так и других структур. Я думаю, что мы это сумеем выстроить, двигаться дальше. И ваше плечо, и ваше присутствие, ваш глаз или ваш контроль мы всегда будем чувствовать, особенно те люди, которые, находясь здесь, являясь гражданами этой страны, как и вы, но непосредственно находясь в органах государственной власти, исполняя те или иные обязанности, я вас заверяю, что мы приложим те усилия, которые от нас требуют, сверх тех усилий, которые с нас требуются, но все равно мы выстроим. Было сложно на войне, я думаю, что строить мир не легче, я думаю, что не позволим, чтобы нас эта ситуация прогнула.